Добрый день, с вами Ольга Канунникова, и я предлагаю вместе со мной сделать одну очень грандиозную работу. Я хочу сделать болеро, и хочу, чтобы вы сделали болеро вместе со мной. Итак, нам понадобится вот такая выкройка. Я вам отправляю 4 части этой выкройки, то есть вот 1, 2, 3 и 4. Вам надо ее распечатать в формате А4. Распечатать так, чтобы она полностью, вся деталь, помещалась на лист. То есть там есть формат А4, изображение по размеру кадра. Посмотрите, чтобы полностью все 4 наших деталей распечаталось именно в одном и том же размере. Только тогда выкройку можно соединить правильно. Если честно сказать, у меня была выкройка другая, она была маленького формата, и я ее увеличивала с помощью фотошопа. И потом ее делила. Очень долго потратила времени, и в результате вот наконец вот у меня получилась вот такая выкройка. Здесь половина всего, что мы будем делать. То есть, смотрите, вот эта полочка, вот эта полочка, дальше идет вот бочок, вот это бок, и переходит в спинку. Вот это половинка спинки. Дальше опять идет вторая половинка спинки, уже в зеркальном отражении, и опять полочка, вторая половина. То есть у нас должно, по идее, в результате вот в 2 раза больше вот такое полотно быть. То есть мы склеиваем полностью все 4 детальки. Ну, смотрите, даже уже при этом у меня вот только вот эта центральная склеилась именно так, как была распечатана. Здесь же небольшой сдвиг мне пришлось сделать и немножко дорисовать самой. Видите, чуточку вот таким вот уголочком. Я не знаю почему, но почему-то вот так вот распечаталось. Поэтому смотрите, аккуратно вот эти вот все линии сами ручкой подправьте, так как по-вашему этот рисунок должен идти. То же самое здесь вот на спинке. Немножко у меня вот подправила сама вот эти линии, просто сами дорисовывайте. Даже не знаете как, ну вот просто дорисовывайте, чтобы они были законченные у вас. И все. Вот этой мы пользуемся выкройкой. Теперь работать обязательно будем на столе с подсветкой. Вот он у меня такой. Вот у меня здесь лампа. Здесь у меня выжигатель на нижней полочке. Выжигатель я использую по коже. Вот он такой, с заточенным наконечником. В общем, здесь ничего такого сложного нет, я им всегда работаю. Итак, для нашего болеро нам также понадобится ткань. Я выбрала, ну, так как это кружевное, обычно кружево у нас белое бывает, поэтому я решила все-таки болеро сделать беленьким. И поэтому использую для самого рисунка вот такой креп-атлас. Креп-атлас, смотрите, он должен быть по размеру в нашу выкройку сложенную вдвое, так как у нас будет вот развернутая часть, да, это только половина болеро, то есть вам нужно приготовить атлас на сложенную вдвое по размеру нашей выкройки. Таким же вторым слоем нашей верхней вот ажурной части будет органза. Органза прозрачная, она очень хорошо склеивает, проклеивает нашу ткань. То есть вторым слоем к толстой, достаточно толстым атласу будет вот такая прозрачная органза. Теперь у нас наш рисунок будет на основе, на которой вырезается вот, видите, вот эти бриды. Вот эти бриды вырезаются на основе. В качестве основы я беру также белую ткань, но это уже подкладочная ткань. Она уже более матовая, не такая. Вот смотрите, она и по цвету чуточку отличается. Если атлас он блестит, то
то подкладочная, она более такая пастельная, нежная такая вот, матовая, чем, допустим, вот атлас, да, и она будет, естественно, немножко выделяться, и думаю, что это создаст фактуру нашему болеро, и оно будет выглядеть неплохо. Опять же, такой вот ткани нужно, чтобы у нас она была в 2 слоя. Можно, в принципе, один слой сделать из атласа, а другой сделать, опять же, из органзы. Но в этом случае, не знаю, ну, органза, она немножко грубая, хотя, в общем-то, можно, конечно. Она будет у вас на 2-м слое, то есть вот ближе к телу. Хотя, в принципе, она не будет к телу, потому что такие вещи мы делаем уже под платье, например, на платье. Поэтому, ну, как хотите, можно сделать 2-м слоем и органзу. Итак, вот все материалы и инструменты мы с вами рассмотрели. Теперь будем заниматься выжиганием самого болеро.